Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Режиссеры периодически на экран выводят ссылку на наш Patreon. Вот сейчас вы ее видите, patreon.com. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам в дальнейшем продолжать работу на непростом информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Как известно, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Польше. Там он планирует обсудить ситуацию в Балтийско-Черноморском регионе в рамках Варшавского форума по безопасности. Об этом он непосредственно написал на своей странице Facebook. Наши корреспонденти його процитували. Давайте послухаємо. На Варшавському безпековому форумі будемо говорити про майбутнє Балто-Чорноморського регіону. Аби використати усі його можливості, Україна активно працює із сусідами над створенням поясу безпеки та процвітання між Балтійським і Чорним морями. За 1,5 року ми створили 4 нові міжнародні формати. Люблінський трикутник з Польщею та Литвою, асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, квадригу з Туреччиною та Кримську платформу. Розбудова відносин добросусідства із дружніми сусідніми державами задля забезпечення миру, міжнародної безпеки і стійкого розвитку у Балто-Чорноморському регіоні є одним з пріоритетних завдань стратегії зовнішньополітичної діяльності. С нами сейчас на прямой связи министр социальной политики в 2014-2019 годах, пан Андрій Рева. Пан Андрій, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Да. Пан Андрей, вот те 4 новых формата, о которых говорит Дмитрий Кулеба, как вы думаете, действительно позволят ли, помогут ли обеспечить мир и безопасность в Балтийско-Черноморском регионе? Ну, строго говоря, безопасно. Кто угрожает Балтийско-Черноморскому региону? Существует очевидно, только одна речь идет о России. Которая, существует только одна страна, которая может реально угрожать безопасности Балто-Черноморского региона. Как этому противостоять? Вы же понимаете, что нельзя заставить питаться сельтерской водичкой, если он хочет на кого-то напасть. У него же, в принципе, поведение агрессивное, оно описано еще Иваном Андреевичем Крыловым в басне «Волк и ягненок», помните? «Молчи, устал я слушать, досуг мне разбирать вины твоих щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Сказал, и в темный лес ягненка поволок. Так вот, такое случилось однажды уже в 1940 году в отношении балтийских государств Латвии, Литвы и Эстонии. Мы помним, что случилось с Польшей в 1939 году. Помним, какая незавидная судьба ждала Финляндию. Но, к счастью, финская армия сумела остановить агрессора. То есть есть такие организации, такие страны, которые понимают только силу. Поэтому единственное, что может остановить агрессора, это сила и коллективные действия. Вот поэтому единственным, скажем так, способом защититься и остановить агрессора является НАТО. Поэтому все остальное, о чем говорит Кулеба, это можно, знаете, воспринимать не более как сотрясение воздуха. А как вы думаете, вот те угрозы и те опасения, которые есть у Польши, у Украины, у стран Восточной Европы, разделяет ли НАТО эти опасения с нами? Я думаю, что проблема НАТО сегодня заключается в том, что оно не едино. И те государства, которые входят в этот блок, они были едины перед угрозой Советского Союза, когда советские танки стояли, извините меня, на границе между ГДР и ФРГ.
когда западные немцы реально ощущали себя на передовой. Вопросов не было. Нужно НАТО и так дальше. Но как только НАТО продвинулось на восток, и оно включило в себя балтийские государства, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, соответственно, Румынию, Болгарию, то как бы вот те, кто были на передовой, они сейчас находятся в глубоком тылу. И они сегодня ведут себя, у них все хорошо. Они защищены вот этим вот буфером из восточноевропейских государств. Они себе строят этот Северный поток-2, они ведут бизнес с агрессором. И вообще они не понимают, в чем проблема. Ну а в таком случае, как действовать Украине? Какие аргументы нужно приводить к нашим западным партнерам из числа стран-членов Североатлантического альянса, чтобы они разделяли с нами эти опасения? Или же они поймут и поддержат, и поймут, что Россия является действительной угрозой только тогда, когда танки России будут в Польше, в Германии? Начнем с того, что у поляков есть очень печальный исторический опыт, когда они имели гарантии безопасности от двух тогда мощнейших государств Европы, а именно от Англии и Франции, которые обязаны были помочь Польше в случае агрессии. И когда Гитлер напал на Польшу, эти государства даже объявили войну Гитлеру. И вот в течение почти 9 месяцев от начала агрессии они вели с Гитлером так называемую странную войну. Они играли в футбол, они там, изображали какие-то там, скажем, телодвижения. Но никто из них за линию Мажино двинуться, чтобы помочь полякам, даже не попытался. Польша была раздавлена Германией, а с другой стороны Советским Союзом поделена. И, кстати, в процентном отношении, если взять соотношение потерь к количеству населения, то Польша понесла самые тяжелые потери в годы Второй мировой войны. Поэтому у поляков есть очень печальный исторический опыт, чего стоят западные гарантии безопасности. Никто за них воевать, естественно, не собирается. Потом поляки очень правильно делают. Они ориентируются реально на ту страну, которая может им помочь в военном отношении, это Соединенные Штаты Америки. Они все делают для того, чтобы именно американские базы находились на польской территории. Они закупают новейшие системы противовоздушной обороны, систему Patriot. Они закупают новейшие истребители. То есть они реально думают о своей безопасности, они понимают, что у той же Германии танков меньше, чем, извините, в ДНР. Чем может помочь запуганная Германия после войны Второй мировой, которую 70 лет после войны все делали для того, чтобы эта Германия больше никогда ни с кем не воевала. Она не будет больше воевать, не волнуйтесь. Они будут строить Северный поток-2, они будут вести переговоры с Путиным, они будут ублажать агрессора, они больше воевать не будут. Поэтому поляки все правильно понимают. Они ищут союзников для того, чтобы не одним остаться и перед реальной угрозой военного вторжения со стороны Российской Федерации. Тем более у них Калининградская область нависает прямо там. И они там не пытаются даже Искандеры разместить. Потом поляки все прекрасно понимают. Они понимают, что если Россия придет в Украину, если начнется вторжение в Украину, то Польша не может остаться просто, скажем, в качестве наблюдателя и зрителя. Потому что дальше они пойдут, и следующий будет Польша и Балтийские государства. Поэтому вот те, кто находится на передовой, они четко ощущают вот эту угрозу. И они ощущают свою незащищенность перед лицом того, что у них в тылу находятся абсолютно расслабленные их союзники, которым по большому счету глубоко наплевать. Будет Польша, будет Польша. Как будем отбиваться? Они считают, что они всегда с агрессором договорятся. Вот такая вот ситуация. Ну а как с этим бороться? С этим можно бороться? Или же, вот как говорил Джордж Бернард Шоу, единственный урок, который можно извлечь из истории, это то, что люди не извлекают никаких уроков из истории, и в принципе все может повториться? Гульсум, понимаете, в чем дело? Надо четко понимать одну простую вещь. Но никто за нас не будет решать наши проблемы. Если мы хотим, чтобы нас, скажем так, обеспечить собственную безопасность, мы должны очень серьезно быть готовыми к тому, чтобы воевать и воевать серьезно. Никаких не должно быть вот этих вот пацифистских настроений, типа «я войну в своей голове уже прекратил, надо просто перестать стрелять». Там, извините, 2 миллиарда
задолженность иметь перед военными, не иметь утвержденного гособоронзаказа. Вот это все важно, понимаете? Если уж мы говорим о том, как мы взаимодействуем с союзниками, давайте вспомним дело вагнеровцев и так далее. То есть когда вы проводите вот такую безмозглую политику в области национальной безопасности и обороны, вы, во-первых, не имеете союзников настоящих, во-вторых, вы сами не способны себя защитить. В этом вся проблема. То есть основная проблема Украины, вдумайтесь, это все-таки в стране более 40 миллионов населения, в Польше столько же. Альянс Украины и Польши уже способен выставить, это уже 80 миллионов населения. Возьмите еще Румынию, возьмите еще, не знаю, Болгарию там, или Прибалтику, и вы получите, в общем-то, альянс способный, если нормально объединиться, и при поддержке США, который способен остановить любую российскую агрессию. Было бы желание. И вместо того, чтобы создавать альянсы реальные, они занимаются чем? Занимаются демагогией. Почему мы не в НАТО? А когда вы нас туда примете? И прочее, прочее, прочее. А Люблинский треугольник — это реальный альянс? Или нет? Что такое реальный альянс? Реальный альянс — это реальная военная интеграция. Это общие военные планы в случае агрессии, отражения агрессии. Это система военно-политических договоров. Вот приблизительно то, что сейчас создали американцы вместе с Австралией и Британией. Вот это называется треугольник настоящий. Не тот, о котором Высоцкий пел, треугольник будет выпит, будем параллелепипед. А вот это действительно военный треугольник, и он имеет конкретную цель — защитить Австралию от возможной агрессии со стороны Китая. Китай понимает прекрасно, что связываться с Австралией будет опасно, потому что и Соединенные Штаты, и Британия придут Австралии на помощь. А теперь обратите внимание, австралийцы тут же заключили контракт на поставку атомных подводных ракетных лодок, которые очень четко имеют направленность против кого? Объяснить товарищам, что нельзя их трогать. Вот это называется треугольник. А вот то, что предлагает Кулеба, это все, понимаете, это все так. Разговоры ни о чем. Ну, раз уж вы затронули тему АУКУСа, у меня тут есть несколько вопросов. Очень интересна ваша точка зрения, потому что многие аналитики высказывают в связи с этим такую обеспокоенность, говорят о том, что когда Соединенные Штаты Америки создают такие региональные альянсы, они отводят на второй, на третий план своих других партнеров. В данном случае мы видели, какая была очень жесткая критика со стороны Французской Республики. И вот, дескать, говорят о том, что США слишком переоценивают Китай, и в противостоянии с Китаем могут на 5-й, на 6-й, а то и на 6-й план в принципе откинуть Украину и других своих важнейших европейских партнеров. Вот вы с этим согласны? Стоит ли нам действительно этого опасаться? Начнем с того, что Штаты знают цену французам как союзникам. В свое время исторически французы воевали в составе армии колонистов против британской армии на независимость. И именно французы подарили американцам статус свободы, который в Нью-Йорке стоит, да, как символ свободы и как символ Соединенных Штатов Америки. Американцы отплатили той же монетой французам. В 1918 году миллионная армия Соединенных Штатов Америки прибыла во Францию. Вы представляете себе, где США, где Франция? Вот этих фермеров, рабочих американских, которые понятия не имели, где это Франция, мало того, что они прибыли туда в Первую мировую войну, когда Россия вышла из войны, и немцы перебрасывали войска на Западный фронт, 22 дивизии во главе с генералом Першингом прибыли. И вот вдумайтесь, что такое идеологическая работа. Вот эти вот американцы, которые шли по Парижу, и вот когда они мимо дома инвалидов проходили, где похоронены многие известные деятели, в том числе маркиз Лафайет, который командовал один из командующих французским экспедиционным корпусом во времена войны за независимость, они шли по Парижу и кричали: «Лафайет, мы пришли!» Американцы шли. И знали, за что они воюют. И они спасли, по сути дела, Францию Первую мировую войну. Их кинули, потому что американцы предлагали устами президента США Вудро Вильсона подписать мир без аннексий и контрибуций. Но Англия и Франция отказались. Американцы отказались подписывать Версальский мирный договор. Они подписали свой мирный договор с Германией. Никаких аннексий, никаких контрибуций. Затем во Вторую мировую войну кто освободил, по сути дела, Францию? Не американская армия. И во главе с командующим
Дуайтом Эйзенхауэром. Я читал его воспоминания «Крестовый поход в Европу». Там все расписано. Да, дивизия генерала Леклерка освобождала Париж после того, как американцы остановились и дали возможность французам, так сказать, войти в свою столицу и быть среди победителей. Что? И какова благодарность со стороны Франции? Я вам напомню, что штаб-квартира НАТО с 1949 года до 1966 находилась в Париже. А потом что случилось? А потом великий союзник американцев, генерал де Голль, сказал, что вот они выходят из НАТО. И перенесли штаб-квартиру НАТО из Парижа в Брюссель. И вот он рассказывал о единой Европе, от Лиссабона до Владивостока. Это в то время, когда советские войска стояли на границе с Западной Германией. Надежный союз, отличный союз. Только в 2007 году Николя Саркози вернул Францию в военную структуру блока. И вот сегодня они говорят: ой, там нас там обидели, нас там... Извините, я хочу сказать, что все знают прекрасно цену французским гарантиям безопасности. Кстати, французский парламент очень активно помогал Армении в войне на Нагорном Карабахе. Вы знаете, чем это все закончилось. Да, они были в минских процессах. И в минских процессах они сильно нам помогли. Поэтому что сделала Австралия? Она четко поняла и знала цену всем вот этим вот обещаниям. Она предпочла союз с теми странами, которые реально ей могут помочь, раз, и на которые можно положиться. Французам объяснят, что, извините, но вот так вот получилось. Но ведь с другой стороны, когда Соединенные Штаты Америки подписывали это соглашение с Германией о Северном потоке, говоря о том, что мы там восстанавливаем трансатлантическое сотрудничество, коллективную безопасность, то, что попортил в свое время Трамп. Ну вот как такой диссонанс небольшой получается. А разве вот эти критические отношения с Францией тоже не бьют по той же коллективной безопасности и трансатлантическому сотрудничеству? Нет. Никоим образом. Просто посмотрите, вот я сейчас попробую провести, чтобы мы с вами оценили красоту игры Байдена. Так, давайте. Итак, Байден стал президентом. Да. Он должен определить главный приоритет внешней политики и главную угрозу национальной безопасности и внимания Соединенных Штатов Америки. В этом отношении он ничем от Трампа не отличался. Он тоже считает главной угрозой национальной безопасности Китайскую Народную Республику. Раз. Значит, для того, чтобы противостоять Китайской Народной Республике, нужно восстановить единство своих союзников по НАТО, раз. Второе, нужно расширить рамки возможностей и подтянуть тех стран, которые находятся вне альянса, но которым тоже Китай угрожает. Но есть проблема. Что препятствует взаимоотношениям между США и Европой? Северный поток-2. Противостояние между фактически администрацией Трампа и Германией. Значит, для того, чтобы перетянуть Германию на свою сторону, нужно будет снять санкции Северного потока. Это же понятно, да? Да. Кто остается в минусе? В минусе остается Украина. Как должна была бы действовать Франция в этой ситуации? Она должна была сказать немцам: дорогие товарищи немцы, мы не должны на это покупаться. Мы должны четко стоять на позициях, что санкции должны быть против Российской Федерации. Французы промолчали, с немцами Байден договорился. Дальше подписывает соглашение. Объяснил нашему выдающемуся политическому лидеру, что не надо поднимать вопрос о Северном потоке-2 во время визита. Вы помните, Маркарова, посол, сказала, что все нормально, никаких разногласий нет, и закрыли ротик. Хотя перед этим Арахами обещал, что наш выдающийся политический деятель современности будет разговаривать с Байденом и Мами на повышенных тонах. Ну вот он туда поехал, мы же видели, как он на повышенных тонах. Он до этого, кстати, с Кадыровым, помню, на повышенных тонах разговаривал. Вот и Кадыров так испугался нашего выдающегося политического деятеля, что до сих пор больше он с ним вообще не разговаривает. Вот. Поэтому, значит, успокоили вот наши, да, дали им, так сказать, визит, объяснили, кто они такие, и после этого подписывают соглашение с Австралией и разрывают контракт Австралии с французами. Кто должен был, по идее, поддержать французов? Немцы. Почему немцы их не поддержали? Потому что Байден с ними уже обо всем договорился. Вот так работает западная американская дипломатия.
определив главную угрозу, они тут же решили вопросы со всеми. Кто-то проиграл, кто-то выиграл, но он думает о том, как обеспечить безопасность Соединенных Штатов Америки. Теперь касательно всех остальных. Ведь он же с Путиным тоже имел беседу, Байден, правда? Если вы обратили внимание, Путина лицо было не очень такое довольное на пресс-конференции с Байденом. Мы ничего не знаем, о чем они там говорили. Но теперь мы видим некоторые очень важные нюансы. Вы видите, как Зеленский все время говорит о встрече с Путиным с глазу на глаз. Да, вот, кстати, несколько дней назад тоже говорил о необходимости проведения такой встречи. И что говорит Российская Федерация? Они там да, но никто не говорит «не встретимся». Вот мы о Крыме не будем говорить. Вот центральный вопрос. Наши говорят, ну тогда не будет встречи. Ну вот, но тема постоянно муссируется. Вам не кажется, что это была одна из договоренностей между Байденом и Путиным, что они будут он будет требовать нормализации отношений между Российской Федерацией и Украиной, прекращения агрессивных действий и налаживания прямого диалога. Но при этом, пан Андрей, мы видим такие взаимоисключающие позиции двух сторон. Украина, в свою очередь, говорит о том, что мы будем непременно поднимать вопрос Крыма и Донбасса. Россия своей стороны опять завела свою шарманку вечную о том, что никоим образом мы темы Крыма не касаемся и так далее. Ну вот две взаимоисключающие позиции, которые никаким образом не могут быть совместимы. Соответственно, можно сделать вывод, что такой встречи в ближайшее время не будет. А можно сделать другой вывод, что они для того и затеяли Крымскую платформу, чтобы, дескать, пустить пыль в глаза. Вот мы, дескать, занимаемся Крымом, да? А потом мы отложим тему Крыма для того, чтобы встретиться с Путиным и решить какие-то тактические вопросы. Это тоже может быть вариант. Вы понимаете, ведь у зеленых нет какой-то стратегического видения вообще того, что нужно делать, как. Они готовы пожертвовать всеми, так сказать, вещами, которые они не считают главными. Вот я не чувствую, честно вам скажу, как гражданин Украины, что они искренне хотят вернуть Крым в Украину. Вот нет у них этого. Потому что ваш телеканал мог бы больше рассказать о том, какова реальная ситуация с помощью крымским татарам, которые борются против оккупации. Потому что мы же это видим. И реально мы видим, что где у нас находится сейчас, извините, Мустафа Джемилев. Что, хоть раз президент встречался с этим человеком, который является глыбой? Что он часто встречается с Рифатом Чубаровым? Он каким-то образом помог тем каналам вещания, которые несут слово правды крымским татарам? Ничего этого не делается. Сделали пиар-акцию, собрались, сказали, что Крым за Украину. Мы что, вы не в курсе были о том, что Крым за Украину? У нас нет резолюции Организации Объединенных Наций. Но им это нужно для чого? Для того, щоб сказати, ми цим займаємося, але ось ми пішли на компроміс, ми поки що це питання відклали, щоб вирішити питання Донбасу і там різних цих інших моментів. Идет вот эта вот политическая борьба, где, к сожалению, вопрос Крыма, с моей точки зрения, является просто разменной монетой для зеленой власти. Сразу после Крымской платформы, буквально через неделю, 4 сентября, вы наверняка следили за тем, что происходило на территории оккупированного полуострова. Последовали репрессии против крымских татар. В частности, был задержан первый заместитель председателя Меджлиса крымстарского народа Нариман Джилял. И здесь, естественно, возникает вопрос, а должна ли была Крымская платформа предусмотреть то, что может произойти? А это, в принципе, было очевидным, что Россия будет срываться на коренном народе Крыма, на крымских татарах, и принять какие-то превентивные меры. Как Крымская платформа должна действовать в случае обострения ситуации? Что сейчас должна была бы сделать Крымская платформа в ответ на репрессии России? Ведь я так понимаю, что мяч сейчас на стороне платформы. Ну, как минимум, Крымская платформа должна была инициировать новые санкции против руководства Российской Федерации, против Российской Федерации в Организации Объединенных Наций. Как минимум не признать выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Поставить вопрос ребром о том, чтобы против государства-агрессора, государства, которое откровенно попирает международное право публично, даже несмотря на то, что оно там является постоянным членом Совета Безопасности, реально были введены санкции. Не вот эти косметические 2014 года, а реальные санкции, которые бы остановили бы то, что сейчас происходит. Ведь мы же видим, что они сейчас творят, нарушая все международные конвенции.
не массово переселяют россиян на оккупированный полуостров, создавая проблемы в случае его деоккупации. Вот мы будем иметь дело с огромным количеством лиц, которых они сейчас туда переселяют. Но это же по факту. То есть для того, чтобы изменить национальную структуру населения, чтобы разбавить граждан Украины, которые там находятся чистыми гражданами Российской Федерации, это же все называется оккупационная политика, и на это никто не реагирует. Поэтому одно дело сотрясать воздух и изображать, что мы боремся, чтобы, не дай бог, кто-то не сказал, что мы забыли эту тему. А с другое дело — это делать какие-то реальные шаги по деоккупации. То есть много пиара и очень мало конкретных вещей. А когда вы сейчас почитаете, что он там понаписал, что к 2030 году он и Крым вернет, и Донбасс, ну так вы же понимаете, насколько все вот эти вот его обещания коррелируются с действительностью, учитывая то состояние, в котором находится сейчас Украина. Вы знаете, что недавно Кабинет министров Украины утвердил план реализации стратегии, которая была принята 11 марта, если не ошибаюсь, Советом национальной безопасности и обороны. И мы понимаем, что Украина определяет для себя курс политико-дипломатического пути возвращения полуострова. Вот тот план реализации этой стратегии, он вообще реальный, на ваш взгляд? Вы читали этот документ? Скажите, а каким образом Крым был оккупирован? Политико-дипломатическим или военным? Если он был военным путем захвачен, аннексирован, то как его можно вернуть политико-дипломатическим путем? Значит, нужно готовиться к деоккупации Крымского полуострова. Для этого нужно укреплять вооруженные силы. Нужно помнить Бисмарка, который всегда говорил, что все великие всемирные исторические вопросы решаются не путем голосования в парламенте, а железом и кровью. Должна быть сильная армия, должна быть мощная экономика Украины. И мы должны быть готовы к тому, что этот вопрос должен быть решен именно путем деоккупации, военным путем. Нравится это кому-то, не нравится. Это будет сегодня, завтра, послезавтра, я не знаю. Но это должно быть сделано тогда, когда Украина будет готова это сделать. Но к этому как раз никаких усилий Зеленский и его власть не предпринимают. А раз они не предпринимают, все остальное — это демагогия и болтовня. Ну вот многие политические аналитики, в том числе и военные, очень позитивно сейчас оценивают взаимоотношения Турции и Украины в вопросах военно-технического сотрудничества, а именно сотрудничества в области производства турецких беспилотников «Байрактар». Это не позитивный сигнал? Это очень позитивный момент. И это действительно помогает укреплению нашей обороноспособности. Что такое беспилотники «Байрактар»? Российские оккупанты увидели это в Сирии, когда они попытались побывать там. Турки им объяснили, что это такое. На поле боя Карабахской войны «Байрактары» тоже себя прекрасно показали. То есть это серьезное укрепление. И вот это военно-техническое сотрудничество, это, кстати, можно занести в плюс власти, потому что это реальное. То реальное, что помогает Украине укреплять вооруженные силы. Но надо всегда помнить, что Турция имеет свои интересы. С одной стороны, помогая Украине в военно-техническом плане, они в то же время построили турецкий поток. И они, значит, через Турцию идет экспорт российского газа в Европу. Турция все-таки не забывает о своих каких-то национальных интересах, но это естественно, это понятно. Никуда от этого не денемся. В частности, Венгрию, из-за чего у нас сейчас назрел очередной конфликт. Ну, я не вижу. Понимаете, в чем дело? Венгрия независимая страна. С точки зрения обеспечения себя газом, она имеет право делать так, как она делает. Я не понимаю истерики, которые наши лидерцы делают. Надо просто объяснить венграм одну простую вещь. Конечно, вы суверенное, независимое государство, и вы вправе подписывать те контракты, которые вы хотите. Но у нас к вам одна единственная просьба. Вот чтобы мы больше не слышали о вмешательстве вашего государства во внутренние дела Украины, которые касаются внутренних проблем нашей страны. Мы не хотим слышать больше никаких ваших воплей о том, что у нас неправильные законы, о том, что мы что-то там неправильно делаем. Если у вас есть претензии к Украине, пожалуйста, Международный суд, международная организация, пускай проверит, соответствует наше законодательство нашим международным обязательствам или нет, пожалуйста. Но
то, что сейчас вот они попытались делать в отношении Украины, это зеркально то, что сегодня наш МИД пытался делать в отношении Венгрии. Это неприемлемо. Венгрия независимая страна, она имеет право делать то, что сделала. Но надо требовать, соответственно, паритетного отношения к Сирии. Проблема же не в Венгрии. Венгрия — это 4 миллиарда кубических метров газа. Газотранспортная система способна прокачивать в 30 раз больше, 120 миллиардов. И потеря транзита в Венгрию, она не является критичной. Критичнее является то, что у нас не увеличивается добыча собственного газа. То есть если мы имеем газотранспортную систему, по ней надо качать газ. Газ какой? Либо транзитный, то есть который будет из России качаться в Европу. У нас до 2024 года есть договор, но он не гарантирует прокачку газа. Он гарантирует, что нам будут платить, даже если его качать не будут. Нас это не устраивает, но зеленые подписали этот контракт. Поэтому если газа нет российского, значит, он должен быть украинский. Значит, нужно резко увеличивать добычу украинского газа. Этим никто не занимается. Не занимался Коболев, не занимается Ветренко. И у них даже в мозгу этого нет, чтобы увеличить добычу украинского газа. Хотя в 1975 году, например, Украина добывала 68 миллиардов кубических метров газа. А сегодня 20 все добывают, из них госкомпания около 15. В 4 раза меньше. То есть есть чем заниматься. Вместо того, чтобы вопить, почему Россия не качает газ. Так добывайте свой. В чем проблема? Заполняйте газотранспортную систему и продавайте на Запад. Не вопрос. Не Коболеву платите и Ветренке по 150 миллионов, а вкладывайте деньги в газодобычу. Проведите анбандлинг, отделите компанию «Укргазвыдобывание» от этого нахлебника «Нафтогаза». Пускай он добывает газ и продает на рынке Украины. Получает прибыль, инвестирует и дальше увеличивает добычу. Ведь в этом же была идея анбандлинга, которую блокировал Коболев и которую блокировал Ветренко. Но они сейчас опять на коне. Нет вопроса. Опять Венгрия виновата, опять Россия виновата, все виноваты. Кроме своих собственных безмозглых руководителей. Поэтому, если мы говорим о Турции, Турция — это, конечно, объективно наш союзник. Но я считаю, что главным союзником нашим по деоккупации Крыма должны быть крымские татары. Коренной народ Крыма, Украины. Что нужно сделать? Нужно не бояться. Нужно четко объяснить, что после деоккупации Крыма будет восстановлена крымско-татарская автономия. Государственность крымских татар. Вот точно так же, как когда-то крымские татары помогли украинцам, украинцы обязаны помочь в восстановлении государственности крымских татар. Вот это лозунг должен быть главным. Нравится он кому-то, не нравится, но за этим будущее. И дело не в политическом каком-то жесте, а дело в том, что это реально шаг к деоккупации. Вот это то, что должны знать люди, которые живут сегодня в оккупации. Что Украина обязательно предоставит им автономию в составе украинского государства. Они будут иметь собственную государственность, как любой другой народ, который живет на этой планете. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсаглум за вашу позицию. Андрей Алексеевич Рева был с нами на прямой связи, экс-министр социальной политики. А я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться ненадолго. Сейчас буквально 5 минут перерыва. Далее эфир телеканала АТР будет продолжать информационная программа «Заман» на украинском языке. Самые актуальные, самые свежие новости наши журналисты подготовили именно для вас. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенч.